Добрый вечер. Знаете, обычно я представляю поклонников музыки, но сегодня случай особый. Сегодня поздравляю и поклонников музыки, и поклонников театра, потому что в судьбе этой удивительной женщины две эти стихии, театр и музыка, слились воедино. И сегодня мы празднуем юбилей одной из самых талантливых женщин Хакасии, заслуженного деятеля культуры Хакасии Татьяны Федоровны Шалгиновой. Ну, в общем, слово «юбилей» совсем к ней не подходит. Мы даже не будем говорить, сколько ей исполняется, потому что для творца и созидателя, для творческого человека юбилей – это только повод для того, чтобы пригласить людей, дать замечательный концерт и открыть дверь в мир искусства. Поэтому сегодняшний вечер мы хотели превратить в такое музыкально-театральное путешествие и показать, что юбилей – это просто уже целый мир, созданный и в театре, и в музыке. Как-то однажды Владимир Герасимович, он преподавал в музыкальном училище, пришел в середине 70-х и сказал: у Валерия Владимировича Глаголя появилась очень талантливая студентка Таня Шалгинова. И потом в течение 4 лет он периодически повторял: очень талантливая студентка, очень перспективная. Закончила она училище с отличием, и в ее арсенале уже был 4-й концерт Бетховена. Это очень круто, очень солидно для музыкантов. И даже новосибирский профессор приехал и позвал ее к себе в свой класс в Новосибирск. Но нужно сказать, что Татьяна решила поехать в Ленинград, потому что там училась ее старшая сестра Эльза Михайловна. И, конечно, этот город, Ленинград, на всю жизнь, как говорится, стал их городом, и они всей семьей учились в Ленинграде. Значит, ей светила Ленинградская консерватория. Нужно сказать, что она вообще из первых женщин хакасов, которая получила такое высокое академическое образование. Она, кстати, легко поступила. И поступила в класс Григория Соколова, одного из выдающихся пианистов тогда Союза. И успешно у него училась. И они ее очень любили, потому что девочка была из Сибири, они ее почти поэтически опекали. И вот когда она закончила консерваторию, ей было уже предложено даже остаться в аспирантуре. Но учить детей в столичных городах очень тяжело. Семья была небогатая, и Татьяна решила вернуться. Она вернулась, преподавала в нашем Абаканском музыкальном училище. Тогда это было очень сильное учебное заведение, у нас были очень сильные пианисты, которые не только преподавали, но и давали концерты, вели обширную педагогическую, просветительскую деятельность и так далее. И личная жизнь сложилась, потому что и женился, стался ей Александр Доможаков, который был замечательным художником, и она до сих пор трепетно хранит его картины. Затем родился сын Аяс. Казалось бы, все шло по плану, который устроил бы любую женщину, но только не ее. Вот помню, в середине 80-х я часто ее встречала в городе, в Эльзе Михайловне, наши семьи дружили. И при том, при всем, что она все время была человеком очень активным и созидающим, я все время чувствовала какую-то в ней внутреннюю удовлетворенность. Казалось, что есть у нее какой-то дар, какая-то стихия, которая требует выхода. И вот случилось. В 90-е годы драматический театр распался на две группы. Хакасскую и русскую. Хакасскую возглавила Эльза Михайловна, которая со временем стала одним из самых выдающихся театральных деятелей, главный режиссер, художественный руководитель. Более 80 легендарных спектаклей она поставила в театре. И она пригласила свою сестру быть музыкальным руководителем. Нужно сказать, что она ее переманивала даже на меньшую зарплату. Но Татьяна Федоровна согласилась. Она попробовала написать музыку к первым спектаклям своим. И постепенно она обнаружила в себе настоящий родник таланта. Она поняла, что ей нужно сочинять музыку. Вот ее истинное призвание. Хотя она вполне могла бы быть концертной пианисткой и очень приличной. Вот я должна сказать, что есть разные композиторы. Вот Георгий Иванович Бараков, он в душе певец. У него вот не было вокального голоса, но душа его пела, поэтому он был гениальный мелодист. Но и, конечно, его песни пел Владимир Герасимович, потому что это был его голос Чембаракова. А вот Татьяна Федоровна, она колорист. Более того, она колдунья. Она настоящая музыкальная шаманка. Недаром у нее в предках по женской линии были колдуны и шаманы.
И она умеет буквально несколькими музыкальными приемами создать особую атмосферу, особый мираж. Вот почему, собственно, музыка в театре стала ее стихией. И нужно сказать, что за все эти годы работы в театре Хакасский театр, благодаря Татьяне Федоровне, стал музыкально-драматическим театром. Она околдовала не только театр, она околдовала не только артистов, она околдовала тогда самого красивого артиста Ивана Солодинова, который только вернулся из Питера, и буквально, так сказать, подряд всех в роли Гамлета. По-моему, он до сих пор ей околдован, потому что это не только супружеская пара, но еще настоящий творческий тандем. Вот сейчас я прервусь, потому что мы дальше еще будем продолжать это наше путешествие, я буду его комментировать, потому что сейчас самое время пригласить нашу героиню на сцену. Мы приглашаем Татьяну Федоровну Шалдинову на сцену. Мы приглашаем на сцену для приветственного слова руководителя аппарата главы Республики Хакасия Карамчакову Ларису Юрьевну. Встречайте. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемая Татьяна Федоровна. Честь имею от имени главы Республики Хакасия, председателя правительства Республики Хакасия Виктора Михайловича Зимина поздравить вас с замечательным событием, пожелать всего самого лучшего и вручить этот ценный подарок, это именные часы от имени Виктора Михайловича, которые будут показывать вам только счастливое время и вдохновлять вас на новые творческие успехи. От имени правительства Татьяна Федоровна вручаем это благодарственное письмо за ваш многолетний труд, за то, что вы своим творчеством вдохновляете и жителей республики, и о нашей республике даете знать другим регионам, где ваша музыка звучит. Мы знаем об этом и надеемся, что ваш творческий путь еще больше будет сейчас вдохновлять вас и вдохновлять всех, кто рядом с вами, поскольку вы сейчас в самом прекрасном возрасте, когда есть опыт, есть силы, есть желание, поэтому к новым вершинам, к новым победам. Ну и, конечно, наше родное Министерство культуры мы приглашаем на сцену Юлию Владимировну Трошкину, заместитель министра культуры Республики Хакасия. Добрый вечер. Уважаемая Татьяна Федоровна, дорогая наша, любимая, неповторимая, разрешите мне от Министерства культуры Республики Хакасия, от нашего министра Светланы Анатольевны Окольниковой, которая сегодня не смогла принять участие в столь значимом и интересном мероприятии, поскольку находится в отъезде, в командировке. Но вот по поручению Светланы Анатольевны от Министерства культуры, от себя лично, конечно, разрешите вот самые искренние, самые сердечные поздравления вам сегодня, высказать пожелания всего самого наилучшего, потому что вот я сейчас пробиралась на сцену и подумала о том, что
Если бы этот зал мог вместить в 2 раза больше зрителей, то, наверное, точно так же сегодня не было бы ни одного пустого места, потому что ваше творчество, ваш талант, он знаком, любим, узнаваем очень-очень большим количеством людей, поклонников. И эти поклонники, они самые разные, от мала до велика. Это и поклонники театрального искусства, это музыканты-профессионалы, это музыканты-любители, и это вот самые-самые маленькие, начинающие, делающие только первые шаги в музыкальном искусстве ребята. И действительно сегодня очень радостно, что большое количество детей приехали вас поздравить. Вот. Значит, я хочу вам вот что пожелать. Каждый юбилей, он, безусловно, каким бы он ни был, даже у такой молодой женщины, как у вас, он в любом случае открывает новый этап жизни, новый этап творчества. Я вам желаю, чтобы этот новый этап был, и не сомневаюсь в том, что он будет таким же насыщенным, таким же ярким, таким же искрометным и будет счастливым, дарит нам радость и счастье. И в ответ вот это вот счастье будет возвращаться к вам. Ну и должна еще сказать, что Министерство культуры с Татьяной Федоровной сотрудничает много и в самых различных направлениях. И конкурсные комиссии, жюри, экспертные советы. Мы всегда обращаемся к Татьяне Федоровне за помощью, издаем достаточное количество, может быть, не совсем достаточное, но мы стараемся, чтобы сборники с произведениями Татьяны Федоровны пополняли копилку вот нотной литературы, которой мы пользуемся. И хочу сообщить, что в декабре 2014 года в свет вышел новый сборник Татьяны Федоровны и Марины Дориной. А также вновь были переизданы уже всеми известные и любимые сборники и «Зимний до мажор», и «Весенний соль мажор». Татьяна Федоровна, радости вам, счастья, здоровья, удачи, творческого горения, новых свершений. Спасибо. Добавлю только, что Татьяна Федоровна написала музыку к 40 спектаклям, 20 из которых детские спектакли, с которых мы сейчас и начнем, потому что мы сейчас начнем путешествовать с театральной музыкой. Сегодня в Российской Федерации нет такого композитора, который бы так много писал для театра. Я перелистала историю, так сказать, все эти сборники. В XVIII веке Иосиф Гайдн написал чуть больше для придворного театра, и то потому, что князь Эстергази его заставлял. А вторая наша Татьяна Федоровна.